Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главном. Авральный режим. Министр здравоохранения Эдуард Будба дал оценку санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Справиться с ситуацией. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией обсудили в парламенте Абхазии. Дети и коронавирус. Как переносят инфекцию несовершеннолетние? Что делать, чтобы максимально защитить ребенка? Абхазский левитан. Журналист Владимир Никонов отмечает юбилей. Накануне президент Абхазии Аслан Бжаня провел расширенное заседание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, РУП Черноморэнерго и глав администрации городов и районов. На повестке дня были 3 вопроса. Результаты проведенных мероприятий по борьбе с майнингом криптовалют, обеспечение безопасности туристов, меры по противодействию коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Эдуард Будба заявил о сложной ситуации с COVID-19. Он озвучил необходимость введения временных мер по борьбе с вирусом. Об обеспечении безопасности туристов на местах отдыха участников совещания проинформировали министр туризма Теймураз Хишба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. О предпринимаемых мерах по борьбе с майнингом криптовалют доложили первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба и руководители районных администраций. По итогам встречи глава государства поручил руководителю администрации президента Алхасу Квициня и премьер-министру Александру Ангваб до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных за невыполнение поручений. Расширенный репортаж заседания смотрите в рубрике «Камши-Кшара Яцу» сразу после выпуска новостей. Сложная эпидемиологическая обстановка и работа в авральном режиме. Так охарактеризовал министр здравоохранения Эдуард Будба ситуацию с распространением в Абхазии коронавирусной инфекции. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре АГТРК, Эдуард Будба перечислил меры, которые необходимо предпринять, чтобы остановить рост заболеваемости. По мнению министра, необходимо запретить проведение культурно-массовых мероприятий как внутри помещения, так и на воздухе. Ограничить работу рынка, объектов общепита. Повсеместно ввести масочный режим с взиманием штрафов за его несоблюдение. Организациям и предприятиям необходимо перевести на дистанционный режим работников за 60 лет. Усилить меры по дезинфекции помещений контактных поверхностей. Эдуард Будба также ответил на вопросы, касающиеся вакцинации, лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19, работы лабораторий по ПЦР-диагностике и другие. Этот весь комплекс проблем, который у нас есть в обществе, я просто к нашему населению в очередной раз уже обращался и еще раз обращаюсь, наверное, буду обращаться. Когда люди, посмотрите, что происходит в красных зонах, включите телевизор, я не знаю, зайдите на YouTube, посмотрите, не только в Абхазии, во всем мире очень сложная ситуация. Наши коллеги, все медицинское сообщество там находится в больницах, оказывает помощь больным в тяжелейших условиях, в амуниции и так далее. Очень сложно это выдержать, поверьте мне, я сам туда захожу и знаю, как это тяжело. Я выезжаю, прихожу в город, еду, вижу, что у нас народ просто, знаете, он расслаблен. Мы расслабились, коллеги, не соблюдаем масочный режим, общаемся, собираемся. Вот это все приводит к тому, что у нас рост заболеваемости. Пожалуйста, слушайте все медицинское сообщество. Еще раз обращаюсь к вам. Ситуация очень сложная. Для этого нужно рекомендации медиков соблюдать. Пресс-конференцию министра здравоохранения Эдуарда Будба смотрите в нашей сегодняшней программе.
Ситуацию с распространением в республике коронавирусной инфекции и способах борьбы с ней, а также сопутствующие проблемы обсудили в парламенте Абхазии на заседании Межпарламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Во встрече приняли участие министр здравоохранения Эдуард Будба и главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Репортаж Симы Аргун. Идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он был прогнозируемым, отметил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов. Как сообщил Эдуард Будба, на сегодняшний день в стационарах республики 288 пациентов. Такая ситуация ведет к пиковым нагрузкам. Медики работают в тяжелых условиях. Здесь присутствуют врачи, вы все прекрасно знаете, какая, не только врачи, какая у нас ситуация в госпиталях, какие тяжеленные условия, в каких тяжеленных условиях работают наши врачи, коллеги, медсестры, санитарки. Очень сложная ситуация. Депутат Валерий Агрба считает, что принятые в прошлом году меры на тот период помогли держать ситуацию под контролем. Сейчас вирус мутировал, и новые штаммы плохо поддаются лечению. Также заболеванию подвержены дети. Депутаты считают, что нужно возобновить деятельность координационного штаба. Нужно возобновить работу координационного штаба. И какие-то, даже если радикальные меры будут приняты, надо понимать, что это все-таки во благо нашего народа. Может, туристы приехали инфицированы, заразили наших граждан, заплатили деньги, уехали, а потом мы остаемся один на один с этой проблемой, и тем более с распространением. Почему вот не мешая, например, тому курортному сезону, можно какие-то вот элементарные правила ввести. Да, я просто перечислю, вот, например, контроль за масочным режимом никак не влияет на курортный сезон. Или там, предположим, требования о въезде в страну туристов, там хотя бы ПЦР-тест 72-часового, но ни одной стране мира сегодня нет, чтобы можно было заехать в какую-либо страну и как минимум не иметь ПЦР-тест. Министр здравоохранения считает, что улучшение эпидобстановки напрямую зависит от ограничений. Он предлагает меры, которые смогли бы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Когда мы находимся в красной зоне, наши врачи в авральном режиме работают, а потом мы выходим на улицу и как будто в параллельную реальность попадаем, когда просто скученное население ходит, общается, масок не носят и так далее и тому подобное, посещают массовые мероприятия, свадьбы, торжества и, к сожалению, и поминки. Вот с этим надо, пожалуйста, нам помочь. И вот я к вам тоже хотел с этим вопросом обратиться, чтобы наше население услышало все медицинское сообщество и приняли меры, которые способствуют остановке этого вируса, вернее, распространению вот этого коварного вируса COVID-19. На заседании шла речь о возможном возобновлении работы российского военного госпиталя. Вакцинация, работа лабораторий и другие важные аспекты борьбы с COVID-19 были затронуты парламентариями. Работа аппарата КТ, принцип назначения и введения дорогостоящих препаратов и другие вопросы были подняты на заседании. Мне кажется, что мы не все выполняем ту работу, которую должны выполнять. То есть предотвратить прежде всего само заболевание, распространение этого заболевания. Врачи уже лечат постфактум саму болезнь. А что сделано для того, чтобы эта болезнь не распространялась? И что было сделано до этого? Да, когда эта болезнь появилась, мы прекрасно понимаем, что было у людей тоже больше страха. Страх немножко притупился, и мы расслабились с вами все вместе. Эдуард Будба сообщил, что вакцинация в республике первым компонентом «Спутник Ви» на данном этапе завершена. Кампания прошла спокойно, без форс-мажорных ситуаций, сказал он. По словам Будба, ведутся переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины. Она ожидается в конце месяца. Только более жесткие ограничительные меры смогут изменить ситуацию в лучшую сторону, решили на заседании. Депутаты поблагодарили медиков за их труд, а врачей, работающих в красной зоне, было предложено отправить на отдых. Сима Аргун, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Как говорят специалисты, дети болеют коронавирусом реже и легче переносят инфекцию. Однако за последнее время участились случаи не только легкого, но и средне-тяжелого течения болезни. Как переносят инфекцию несовершеннолетние и что делать, чтобы максимально защитить ребенка? Наши корреспонденты пообщались с врачами-педиатрами. Репортаж Эсмы Гуланзе.
С октября прошлого года в столичной детской поликлинике функционирует специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Здесь же проводят ПЦР-тесты. Для маленьких пациентов и их родителей организован отдельный вход. Ковид-кабинет работает с 9:30 утра до 6 вечера. Прием ведут врач и медсестра. На сегодняшний день уже до 12 часов мы приняли 34 ребенка. Практически все они подозрительные по новой коронавирусной инфекции. И после 12 мы завершаем забор материала и осуществляем уже осмотры, консультации детей. Также мы можем здесь проводить, если будет нужно, какие-то манипуляции, если уколы нужны будут или еще какие-то дополнительные манипуляции по лечению. Конечно, за последние 2 недели ухудшение ситуации идет по всей стране. Естественно, мы это видим и понимаем, что если, допустим, 3 недели назад у нас загрузка кабинета была до 10 человек, то сейчас уже только до 12 прошло 35 человек. До 12. Первые признаки коронавирусной инфекции у детей схожи с симптомами обычной ОРВИ. Осложнить течение болезни могут сопутствующие заболевания. Специфического лечения COVID-19 у детей не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов и предупреждение развития бактериальной инфекции. Мы стали замечать, что именно новая коронавирусная инфекция у детей начинается как кишечная инфекция. Сейчас разгар лета, середина лета, июль, когда и так у нас происходит подъем кишечной инфекции, да? И зачастую родители немножко не понимают и начинают заниматься самолечением. Я хочу призвать всех родителей не заниматься самолечением, обращаться к доктору. И только доктор может решить, делать ПЦР, не делать ПЦР, потому что мы к своим детям критически не относимся, да? Поэтому обязательно не оставайтесь дома. Медики настаивают на повышенном внимании родителей к симптомам ОРВИ, а также соблюдению строгих профилактических мер. Врачи вновь и вновь повторяют, необходимо избегать массового скопления людей, использовать маски и дезинфицирующие средства. Резко увеличилось число. Даже я вам скажу последние данные. На предыдущей неделе принято 250 человек в ковидном кабинете. Взято 91 анализ ПЦР. А за эти 2 дня 51 уже. Возраст самый разный. Причем дошкольного стало немало. Потому что контакты происходят, контакты семейные. В семьях болеют люди, которые иногда скрывают свое заболевание. Потом, когда проявляются у детей признаки заболевания, они уже тогда обращаются. Очень несознательно население себя ведет. Без масок заходят, вступают в конфликт с нашими медсестрами, не хотят одевать маски, не хотят соблюдать правила поведения в поликлинике. Очень сложно. При более тяжелом течении коронавирусной инфекции детей направляют в республиканскую детскую больницу. До недавнего времени в учреждении не принимали ковид-пациентов. Однако с увеличением количества заболевших здесь было открыто обсервационное отделение. Пока в отделении проходят лечение только амбулаторные пациенты. Те, кто нуждаются в инъекции, внутривенном вливании, они только по показаниям, по согласованию с докторами, они могут прийти вот здесь у нас в обсервационной зоне получить внутривенные вливания. То есть мы здесь оказываем такого рода помощь. Если какое-то наблюдение стационарное нужно первые несколько суток, мы можем тоже организовать такую помощь. Но на сегодняшний день пока таких больных нет. По данным ВОЗ, дети болеют коронавирусом реже и легче переносят инфекцию. Однако в последнее время случаи заболевания участились среди всех возрастных групп. К сожалению, есть дети, которые прямо у нас был случай, когда ребенку было 20 дней заражения, от 0, скажем так, до 18 лет, это подростковый возраст, в том числе включая, это все они болеют и заражаются, и, кстати, таких больных достаточно много. По словам Игоря Джопу, ковид не отменяет других болезней. В больницу по-прежнему продолжают обращаться пациенты с кишечными и вирусными инфекциями, травмами и другими заболеваниями. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
В республике ежедневно увеличивается число инфицированных коронавирусом людей. Увеличивается и количество желающих сделать ПЦР-тесты. При этом в Сухумской инфекционной больнице за день могут принять только 60 пациентов. Чтобы здесь не скапливалось много людей, граждан записывают в очередь. Можно записаться и по телефону. Сотрудник медучреждения назовет точную дату и время взятия анализа. В инфекционной больнице диагностика COVID-19 проводится только тем, кто проживает в Сухуме и Сухумском районе по направлению участкового или лечащего врача. Запись у нас идет уже на субботу, потому что у нас ограничение 60 человек в день мы только можем принять. Это не только у нас по больнице, это по всем местам, где берется ПЦР, потому что очень много людей, которые хотят сдать, потому что большой идет рост заболеваемости. ПЦР у нас идется с 9 до без 15-11. Потом мы все эти анализы должны отправлять в бак-лабораторию на новый район, где уже делаются ПЦР-тесты, вот эти анализы. По номеру телефона можно записаться. Мы скажем, какой по счету будет человек и во сколько он может подойти к нам. Это обычно в 9, полдесятого, 10:30, вот так. Я все понимаю, что очень много больных, все хотят сдать, прийти сегодня сдать, но не получается. У нас, я говорю, только 60 человек в день мы можем принять. В Ачамчирской ЦРБ организована централизованная подача кислорода пациентам с COVID-19. Сейчас кислород подается в 2 палаты. Одновременно его могут получать 6 человек. Работы по оснащению больницы кислородом профинансированы правительством Абхазии и администрацией Ачамчирского района. На сегодняшний день у нас 29 человек. С утра мы выписали 2 пациентов, уложили. Вот на данный момент 3 человека поступили, мы их госпитализировали. Укладываем в основном тех, у которых воспаление легких, то есть пневмония. Пневмония вирусная, лечится она сложно, все не так все просто. Препараты мы получаем по линии Минздрава. Кроме того, это пациенты, которые нуждаются в оксигенации. В отделении есть несколько кислородных концентраторов такого образца. Приборы, таких у нас 4. Люди, которые десатурируют, мы подключаем к этим аппаратам. Но бывает момент, когда этого недостаточно и не хватает насыщения легких кислородом, и тогда необходим чистый кислород. Значит, если то этот воздух увлажненный, бывает, что необходимо получать чистый кислород. Вот буквально на днях была проведена определенная работа, организована кислородная линия. То есть идет подача кислорода непосредственно в палаты. 2 палаты мы оборудовали, в этих палатах 6 точек, и одновременно можно подключить 6 пациентов к кислороду. Министерство экономики Абхазии и России договорились о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления, сообщается на официальном сайте Министерства экономики. Меморандум был подписан в Москве в рамках реализации программы формирования общего социально-экономического пространства и гармонизации законодательства 2 стран. Документ предполагает несколько направлений сотрудничества министерств, в частности, обмен информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышение уровня профессионализма профильных специалистов. Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары. Для обучения и консультаций специалистов министерства будут делать совместные исследования и обмениваться специалистами. Абхазский левитан. Именно так прозвали журналиста, радио и телеведущего Владимира Никонова слушатели абхазского радио в годы Отечественной войны народа Абхазии. 13 июля наш коллега, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени Владимир Никонов отмечает юбилей. Как судьба закинула его в журналистику, о трудностях и радостях выбранной им профессии Владимир Никонов рассказал в интервью нашей программе. Репортаж Сарии Кварцхелия.
Перед беседой с Владимиром Никоновым мы связались с его дочерью Анастасией, чтобы узнать его номер и договориться о встрече. На что Настя ответила: лучше приходите без предупреждения. Папа не любит давать интервью. Откажется. В 10 утра он будет на работе в библиотеке. Лучше сразу прийти туда. Так мы и сделали. Неожиданный визит удивил Никонова. Однако он любезно провел нас на свое рабочее место и во время беседы вспомнил свои студенческие годы. Вопрос выбора профессии, он всегда был с самого детства мучителен. Я всегда завидовал людям, которые, с детства, что ли, знают свое призвание, которые уже, так сказать, они готовы, знают, как будут дальше жить и чем будут заниматься. Для меня этот вопрос был очень мучительным, и я не уверен, что я выбрал правильную профессию. Все в жизни решает случай, это тоже было как-то случайно. В последние школьные годы немножко так увлекся я театром, был у нас в школе драматический кружок, потом школу закончил, пошел такой, в советское время была такая форма культурно-массовой работы «Народный театр». Как-то пошел я в Народный театр, и, в общем-то, как ни странно, довольно успешно все это было у меня, очень так и мне нравилось, и льщу себя надеждой, что и публике нравилось, в результате решил как-то пойти по актерской профессии. Владимир Никонов поступил в Московский государственный институт культуры, после окончания которого вернулся в Абхазию. С середины 80-х годов работал в Государственном русском театре драмы, который тогда только становился на ноги. Никонов играл главные роли в спектаклях Червинского «Крестики-нолики», Даниила Хармса «Старуха», «Дорогая Памелла», в пьесе «Прищучил» и других. По мнению Владимира, одна из его удачных работ «Кот в сапогах». По мотивам Шарля Перро. Это была действительно моя любимая роль. Во-первых, она была главная, во-вторых, она была довольно-таки успешная. В-третьих, был хороший спектакль, и довольно как-то он был благосклонно воспринят и публикой, и даже серьезной очень критикой, тбилисской критикой, да. Кстати, тбилисская театральная школа, надо отдать ей должное, это очень серьезная. И приезжали из Тбилиси отсматривать наши спектакли, как-то отметили этот спектакль, и мою работу как удачную. Довольно востребованный актер театра и не предполагал, что судьба готовит для него сюрприз. Во время Отечественной войны народа Абхазии Никонов начал работать в Гудауте на абхазском радио, а пригласила его туда редактор Светлана Курсая. Именно с этого момента он полностью погружается в профессию журналиста. И она сказала мне такую вещь: я там организовываю такое радио «Голос Абхазии». Изначально оно предназначалось для вещания за пределы. Я тебя знаю по театру, наш театровед, у тебя хорошая дикция, может, попробуешь? Я не знаю, я никогда, ничего, попробуй, приходи завтра. Пришел я на радио, встретил меня Гарри Дорофеевич Дбар, царствие ему небесное, и сказал: я тебя знаю, тебе микрофон, иди работай. И собственно, И в этот же день я уже вышел в эфир. Так началась моя журналистская карьера. Для жителей Восточного фронта и для блокадного города Тхуарчал, в частности, абхазское радио было связующим звеном с республикой. От Никонова они узнавали новости. Именно тогда за ним прочно закрепился неформальный титул «Абхазский Левитан». Наверное, это все по аналогии с Великой Отечественной войной. Был такой диктор, Левитан, во время Великой Отечественной войны. Его голос как-то ассоциировался от Советского информбюро, с сводками с войны. Наверное, не знаю, понравилось, наверное, людям как-то, как я это делаю. Это все, наверное, из-за дилетантства немножко. Все-таки, знаете, те люди, которые прошли школу журналистики, радиожурналистики, на дикторскую школу, это неплохо, это хорошо. В советское время им ставили дикцию, им ставили голоса. По радио они немножко так читали, возвышенными такими голосами, такими четкими поставленными. Это, понимаете, их возвышало над слушателем. А я по-дилетантски читал обычным голосом, даже подкашливал иногда в эфире, запинался. Это, наверное, возникал эффект присутствия. Тут психологически, понимаете, люди сидят в Очимчирском, Тхуарчальском районе, в блокаде, что-то, и вдруг
выходит в эфир человек, и такое ощущение, что он рядом, вот он такой же, какой-то простой, он разговаривает просто так легко, свободно, ошибается, там подкашливает. Условия, при которых готовились эфиры, были порой экстремальными и требовали моментальной реакции, вспоминает Владимир. Порой я текст получал за минуту до эфира, за полминуты до эфира, во время эфира. Иногда бывало так, я читаю текст, а еще дописывается его продолжение. Мне его передают через плечо, и я вот так буквально с листа читал. Не знаю, что это. Это, наверное, все-таки, эта театральная школа помогла, собственно, так вот. После окончания войны Никонов еще год проработал на радио. Затем его пригласили на абхазское телевидение корреспондентом и ведущим службы новостей. Волевым решением Руслан Мканович Хашик заставил меня, так сказать, перейти на телевидение. Наверное, это была ошибка. Почему? Я не знаю. Если бы я не перешел бы на телевидение, может быть, до сих пор бы работал бы на радио, стал бы каким-нибудь вообще супер-пупер успешным радиожурналистом. А то, как-то не сложился у меня, видимо, роман с телевидением. Затем Владимир Никонов работал на Абаза ТВ. Его дочь Анастасия пошла по стопам отца и также занялась журналистикой. Кстати, Владимир не одобрял выбор дочери и даже отговаривал ее от поступления на журфак. Я был против категорически. Категорически был против. А так я бы не хотел. Мне не хотелось бы. Тогда не хотелось. Потому что я знаю, что это такое. Я через это прошел. Я знаю, какая трудная работа, особенно в наших условиях. Теперь я уже спокоен. Вижу, она оказалась дамой у меня самостоятельной. Сегодня Владимир Никонов работает в Национальной библиотеке имени Папаскир. Он пишет статьи и доклады для научных конференций. А вот и ручки, которые он исписал за полгода. Часто очень приходится, представителям библиотеки куда-то выезжать на конференции, всякого рода библиотечные мероприятия, российские, международные. Там надо читать доклады. Как вы думаете, кто их пишет? Вот я их и пишу. Больше всего, честно сказать, я занимаюсь работой, тоже, в общем-то, можно сказать, в определенной степени журналистской. В день рождения Владимира Никонова коллектив библиотеки устроил юбиляру сюрприз. 6-0. Если при таком счете сборная Абхазии, сборная России будет выигрывать, то они станут чемпионами мира. А ты у нас 6-0 всегда. Когда в стране было плохо, когда в стране была война, мирная жизнь, Вова всегда имел свое определенное место. К поздравлениям присоединяется и коллектив АГТРК. Мы желаем своему коллеге крепкого здоровья и новых творческих достижений. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлиба сообщает, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой запланированные мероприятия переносятся на более поздний срок до улучшения ситуации. Аналогичное сообщение сделала и Государственная комиссия по увековечению памяти доктора юридических наук, видного абхазского и российского общественно-политического деятеля Тараса Шамба. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 14 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 23-28, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.